Селям алейкум, здравствуйте! В эфире телеканала Милет, программа «Бызым Акхмыс. Наше право» и я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы узнаем о том, что лучше – завещание или договор дарения, в чем преимущества и минусы этих сделок, а также выясним, как на практике происходит сделка купли-продажи недвижимости. Кроме того, наш эксперт расскажет о нюансах сделок, проводимых обществами с ограниченной ответственностью. На вопросы будет отвечать нотариус Симферопольского городского нотариального округа Анна Лишенко. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что лучше – завещание или договор дарения? Пожалуй, это самый часто задаваемый нотариусу вопрос, и ответ на него зависит от того, какую цель вы хотите достигнуть. Подарив свое имущество, вы фактически сразу же теряете на него право, а ваш одаряемый, тот, кому вы его подарили, станет собственником после того, как Государственный комитет по государственной регистрации Республики Крым зарегистрирует переход на его имя права на этот объект, скажем, квартиру, земельный участок или жилой дом. С этого момента ваш одаряемый становится полноправным владельцем этого имущества и может распоряжаться им по своему усмотрению. Он может его дарить, продавать, завещать, сдавать в найм и распоряжаться любым удобным ему образом. Завещание – это несколько иная процедура. Гражданский кодекс говорит о том, что это распоряжение на случай смерти. Таким образом, заранее вы можете определить круг наследников, вы можете завещать все свое имущество, либо его часть, вы можете лишить одного или нескольких, либо даже всех наследников права на наследование, даже без указания на это причин. А скажите, пожалуйста, как быть, если у завещателя есть несколько детей, а он хочет подарить свое имущество одному кому-то из своих детей, да? Как и чем ограничена его воля? Закон различает наследование по закону и по завещанию. Иными словами, если при жизни завещание не было составлено, наследники по закону призываются к наследованию, соответственно, с очередями, установленными Гражданским кодексом. То есть в первую очередь наследование – это дети, супруги и родители. Однако, если вы хотите какую-то из этих очередей устранить, либо призвать к наследованию другую очередь, либо вообще постороннему лицу, то лучше составить завещание. Завещание позволяет вам охватить либо все ваше имущество, либо какой-то конкретный вид. И тут нужно помнить, что только статья 1149 Гражданского кодекса говорит о том, что вашу волю в этом случае законодатель ограничивает. Речь идет об обязательной доле. То есть незащищенные группы населения, как то несовершеннолетние, нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособный супруг, нетрудоспособные родители, это могут быть пенсионеры по возрасту, скажем, или инвалиды, или нетрудоспособные иждивенцы, будут призываться к наследованию независимо от того, что вы составили завещание не в их пользу. Таким образом, законодатель защищает их права и интересы, и если вам такой вариант не подходит, лучше, конечно, обратиться к нотариусу за составлением договора дарения имущества. Расскажите, пожалуйста, как происходит непосредственно заключение договора дарения и в каких случаях необходимо идти к нотариусу для заключения такого договора? Последний год принес много изменений в сфере гражданского законодательства, семейного права, основы законодательства о нотариате и, в частности, сделки отчуждения недвижимого имущества. Расширен был перечень, при которых нотариус обязательно участвует в удостоверении сделки. На сегодняшний день это если собственниками являются несовершеннолетние дети, если имущество лиц, которые находятся под опекой, например, и также долевая собственность. Что это значит на практике? Если квартира, даже, например, продается целиком, но у нее больше, чем один владелец, то есть, например, 2 и более, сделка подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Точно так же отчуждение путем дарения, мены, купли-продажи и другие виды. Договор дарения. Вот вы сказали, да, что перечислили случаи, в которых нужно именно идти к нотариусу. Да? А как вот обезопасит это человека вообще? Вот если он придет для осуществления такой сделки, оформления договора дарения, если он не входит вот в перечень этих лиц обязательных, просто вот он изъявил желание. Вот каким образом это обезопасит человека, если он решит такую сделку удостоверить у нотариуса, а не в простой письменной форме, например, в Госкомрегистр пойдет заверить? Нотариус заверяет сделки, которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению, а также по желанию лиц, обратившихся к нему, любые формы договоров, которые не противоречат законодательству. Следует отметить, что у нотариуса
есть повышенная доказательная сила любого издаваемого им документа, и это, в свою очередь, гарантия надежной защиты прав и интересов граждан, как физических, так и юридических лиц. Ведь нотариус, прежде чем удостоверить сделку, тщательно анализирует представленные ему документы на предмет соответствия их законодательству действующему, а также законодательству, которое действовало на момент выдачи этих документов. Проводит все необходимые проверки, в том числе арестов и обременений, делает все необходимые запросы, беседует внимательно со сторонами и, что очень важно, выясняет их полный объем дееспособности, находятся ли стороны в здравом уме, в ясной памяти, действительно ли они понимают содержание нотариального действия. Зачастую на практике случается так, что стороны приходят удостоверить договор дарения, а когда нотариус разъясняет им, что право собственности у вас пропадет после подписания договора, сторона, возможно, находит этот вариант для нее неприемлемый и обращается к другому нотариальному действию, вот, например, составлению завещания. Зачастую бывает так, да, что пожилые люди, они не понимают разницы между двумя этими сделками. Да, как я говорила, самый часто действительно задаваемый вопрос. И думают, что если они подарили что-то, то именно только после их смерти наследники смогут пользоваться этим имуществом. Но иногда бывает, что случается и так, что и матерей выгоняют на улицу, да, и они остаются без крыши над головой, вот, и уже ничего нельзя сделать, потому что это имущество передано. Это очень печальная ситуация, действительно. Мне кажется, в этом и состоит главная цель нотариуса – не допустить этого, не допустить обращения в суд. Ведь и так мы знаем, огромная идет нагрузка на судебную систему. Функция нотариуса не только содействовать защите, но она и превентивная в некотором роде. Правильно объяснить суть совершаемого нотариального действия и, что немаловажно, его последствия. Спасибо большое, Анна. Расскажите, пожалуйста, о том, как на сегодня проходят сделки купли-продажи недвижимости на практике. Были внесены изменения в статью 56 основ законодательства о нотариате для удобства граждан. Теперь для удостоверения сделки отчуждения недвижимого имущества можно обратиться к любому нотариусу на территории субъекта Российской Федерации, на котором расположено недвижимое имущество. На практике это значит, что теперь нотариус города Алушта может делать сделки с недвижимостью, которая расположена в любом из городов Крыма, например, в городе Симферополе. И это удобно гражданам, особенно категории пожилых лиц, которым тяжело передвигаться. И это, в свою очередь, позволяет быстро и эффективно удостоверить совершаемое нотариальное действие. По договорам дарения был снижен тариф. Например, если мы говорим о дарении родственникам, тариф действует льготный. Каждый год он даже понижается. В следующем году Федеральная нотариальная палата планирует привести к единому тарифу субъекты Российской Федерации в зависимости от уровня прожиточного минимума, который действует на этой территории. И это тоже направлено на повышение привлекательности нотариальной сделки, даже в тех случаях, когда удостоверение такое не является обязательным. Удостоверяя договор купли-продажи, нотариус в первую очередь несет большую ответственность, напомню, всем своим имуществом, страховка 5 миллионов рублей для покрытия негативных последствий возможных какой-либо сделки. И это, в свою очередь, дает повышенные гарантии безопасности граждан. Ведь нотариус – это беспристрастное лицо, он одинаково защищает права и интересы как продавцов, так и покупателей. Передавая документы нотариусу, вы можете быть уверены в их сохранности, потому что нотариус их принимает под расписку, лично передает в Государственный комитет по государственной регистрации для перехода права на покупателя, на этот объект. Стороны получают их в кабинете у нотариуса, и это, мне кажется, является надежной защитой от мошенничества, которое, к сожалению, очень распространено в сфере недвижимости. Расскажите, пожалуйста, Анна, также, как происходит расчет при проведении сделок купли-продажи после заключения договора или до, как передаются деньги? Используются ли для этого, может, какие-то банковские ячейки, или это из рук в руки происходит, вот для тех, кто не знает? В большинстве случаев, по моей практике, стороны рассчитываются до подписания договора. Ведь нотариус проверил все необходимые документы, убедился в отсутствии арестов и обременений, все существенные условия договора обговорил со сторонами. Однако закон предоставляет вам возможность выбора.
Так, например, существует рассрочка платежа. При ней стороны могут часть суммы передать до подписания договора, оставшуюся после регистрации права за покупателем. То есть это должно быть предусмотрено договором, да? Безусловно. Прописано, как передаются Да, деньги? да, Способ безусловно. передачи. Указывается сумма договора, указывается часть денег, которая была передана до подписания договора, а также часть, которая будет передана после регистрации права за покупателем. Мгм. Расскажите, пожалуйста, о залоге. Это как определенный инструмент защиты, да, используется? Да, в случае, когда возникает рассрочка платежа, Гражданский кодекс дает право защиты интересов продавцов. То есть с вами произвели неполный расчет, однако право собственности за покупателем уже зарегистрировано. Гарантией того, что он рассчитается с вами полностью, является залог. Это означает, что на недвижимое имущество, которое является предметом договора, накладывается обременение. То есть ваш покупатель не может ни продать, ни подарить, ни иным способом распорядиться, отчуждить это имущество до момента полного расчета. В момент полного расчета вы приходите к нотариусу и делаете нотариально удостоверенное заявление, подтверждающее факт полного расчета. И это является основанием для того, чтобы Государственный комитет по госрегистрации снял обременение с этого имущества. Однако это право, а не обязанность продавцов, и стороны могут договориться, чтобы залог в силу закона не возникал. Давайте перейдем к изменениям, которые произошли в сфере юридических лиц. Расскажите, пожалуйста, о том, как проходят сделки, продажи, купли-продажи у обществ с ограниченной ответственностью. Подробнее об этом. Гражданский кодекс и закон об обществах с ограниченной ответственностью за последний год также претерпели существенные изменения. Это касается и выходов участников из общества, и отчуждения долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, а в части Гражданского кодекса это подтверждение принимаемых участникам общества решений. Статья 67 со значком 1 направлена также на повышение защиты интересов всех участников общества, ведь до этого существовал порядок, при котором решения, принимаемые обществом, не требовали никакого дополнительного подтверждения. Это приводило к огромному количеству судебных разбирательств в случаях, когда без участника решили существенный вопрос в жизни общества или, что еще хуже, вывели его из состава учредителей. Теперь это на практике практически недопустимо, потому что все решения, которые принимаются, в частности, например, публичным акционерным обществом, должны быть подтверждены лицом, которое осуществляет ведение реестра акционеров и осуществляет функции счетной комиссии. В отношении непубличных акционерных обществ таким же лицом либо путем нотариального удостоверения, и при форме хозяйственных обществ наиболее часто встречающихся в практике это общество с ограниченной ответственностью, закон предоставляет право участникам подтвердить протокол либо путем нотариального удостоверения, то есть пригласить нотариуса на собрание. В каких случаях общество обязано пригласить нотариуса на собрание? Вот, например, в отношении обществ с ограниченной ответственностью могут по возможности, либо путем подписания протокола всеми участниками удостоверить. Однако, если вопрос о повестке дня стоит об увеличении уставного капитала, такой протокол должен быть обязательно нотариально удостоверен, о чем выдается свидетельство. На практике это происходит так. Нотариус присутствует на собрании, выясняет кворум лиц присутствующих, устанавливает их личности, проверяет ход голосования и по вопросам, которые были приняты с соблюдением положений законодательства и устава, нотариус выдает соответствующее свидетельство. После этого заполняется заявление в Федеральную налоговую службу о том, чтобы внести изменения в сведения, что у юридического лица увеличился уставный капитал, и вместе с этим свидетельством директор или руководитель общества подает сведения в Федеральную налоговую службу. Если же в обществе с ограниченной ответственностью один участник, то эта процедура происходит немного по-другому. Теперь он принимает решение об увеличении уставного капитала, и подлинность его подписи на этом решении свидетельствуется нотариально. В чем смысл этой процедуры? Ведь когда увеличивается уставный капитал в юридическом лице, например, за счет вклада третьих лиц, то доля ваша в обществе как участника может уменьшиться.
И, возможно, вы не согласны на то, чтобы ваша доля была уменьшена, соответственно, право на получение прибыли у вас тоже уменьшится, и поэтому этот вопрос должен стоять на четком контроле. И путем приглашения нотариуса на такое собрание вы позволяете точно и достоверно установить, действительно ли участники проголосовали, правильным ли образом было принято это решение. То есть человек себя таким образом тоже защитит, Да, обезопасит, закон его защищает. если нотариус будет присутствовать на таком собрании. И в этих случаях его присутствие обязательно. В соответствии с трудовым законодательством, да, Трудовым кодексом Российской Федерации, как правильно поменять директора в фирме? Это вопрос, который на практике также возникает часто довольно, и не всегда документы, которые предоставляются нотариусу, соответствующим образом оформлены. Смена руководителя также происходит в соответствии с законодательством и с положениями устава. Если в уставе прописано, что обществом есть кворум, например, для голосования о смене директора 2/3, соответственно, не менее 2/3 голосов от общего состава участников должны проголосовать за смену директора. Выбирается способ подтверждения протокола, например, подтверждают без нотариального удостоверения путем подписания всеми участниками, ну, чаще всего в уставе, на практике. Но важно помнить, что об этом тоже нужно проголосовать. И проголосовать единогласно за то, чтобы выбрать такой способ подтверждения без присутствия нотариуса. Соблюдаем мы также трудовой кодекс обязательно, ведь руководитель должен доработать до конца рабочего дня, и не раньше, чем дата, с которой назначен новый руководитель, он приходит к нотариусу с заявлением о внесении соответствующих изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Нотариус удостоверяет подлинность подписи нового руководителя, и они передают сведения об этом в Федеральную налоговую службу. Как происходят сделки по продаже долей в уставном капитале юридических лиц? Расскажите об этом подробнее. Закон ввел новое понятие сравнительное для корпоративного права – это оферта. Оно существовало, но несколько в ином смысле. Теперь же офертой подразумевается случай, когда лицо, желающее продать свою долю участнику общества либо третьему лицу, обязано уведомить об этом само общество и иных участников путем направления за свой счет нотариально удостоверенной оферты. Оферта считается полученной всеми участниками с момента получения ее обществом, и в ней содержатся все существенные условия. Кому желает продать участник свою долю, за какую сумму, какой размер этой доли и на каких условиях. Таким образом, участники, которые имеют преимущественное право покупки, а также само общество, которое имеет право преимущественной покупки, могут воспользоваться таким правом и не потерять своих законных прав и интересов. Оферта у нас в течение 30 дней может быть акцептована, то есть принята, либо не принята. Если участники желают не принимать долю и общество не хочет участвовать в сделке купли-продажи, они предоставляют нотариально удостоверенное заявление об отказе от использования права преимущественной покупки. Нотариус это прикладывает к сделке, и тогда считается, что обязанность продавца об их извещении выполнена, и мы можем продавать долю третьему лицу, например, постороннему, который не является участником общества. То есть нотариус, получается, после сделки сам отправляет, да, в электронном виде заявление о смене участника общества? Да, это еще одно из изменений. Раньше заявление о государственной регистрации предоставалось в бумажном виде, теперь нотариус является сам заявителем и в электронной форме направляет сведения в Федеральную налоговую службу. Спустя определенный период сведения об изменении в учредительном составе появляются на сайте налог.ру, и продавцы могут сами пойти по сайту, посмотреть всю актуальную информацию. Как известно, Государственным советом Республики Крым был принят закон, на основании которого Нотариальная палата Республики Крым должна была передать всю информацию о обременениях, арестах на имущество в Республике Крым в Государственный комитет по регистрации и кадастру. Как обстоит дело с этим на сегодня? Передана ли эта информация? Да, вся информация передана Нотариальной палатой. Это существенно сократило срок рассмотрения государственными регистрациями заявок о регистрации права собственности, ведь теперь они имеют актуальную информацию в электронном виде. И это, честно, это огромный труд, который нотариусы, и я, и мои коллеги, и их помощники круглосуточно в течение нескольких месяцев вручную из бумажных архивов оцифровывали, то есть переводили в электронную форму по строго установленным
образцам, для того, чтобы эту информацию можно было систематизировать и найти по соответствующему запросу. Также туда входит и информация, наверное, да, о квартирах, о имуществе, которое находится в кредите. Все виды недвижимого имущества по удостоверенным сделкам залога, ипотекам. Это обременения, которые накладывали суды через нотариальные конторы, органы исполнительной службы также. То есть покупатели, выступающие стороной по сделке, могут быть 100% уверены, что вся актуальная информация внесена. А по имуществу, которое находится в кредите в украинских банках, есть такая информация? Те банки, которые действовали на территории Республики Крым до вступления в состав Российской Федерации, они заключали договоры с гражданами, которые проживают на территории Республики Крым, и в отношении имущества, которое находится на этой территории. В то время действовала обязательная нотариальная форма заключения таких договоров, поэтому вся информация находится в реестре. Большое спасибо, Анна. И в завершении скажите, пожалуйста, вот как, на ваш взгляд, на сегодня, какая функция у нотариата на территории Республики Крым, в частности, да, после того, как уже Крым стал частью Российской Федерации, произошло множество изменений в законодательстве, множество новшеств на сегодня, да, которые реализуются на территории Республики Крым, и в сфере сделок с недвижимостью также, да, вот какова функция нотариуса, что может дать нотариус человеку вот действительно на сегодня и как защитить вот с правовой точки зрения? Мне кажется, на нотариусах Республики Крым лежит повышенная ответственность. Мы уже третий год работаем в правовой сфере двух государств, и задача каждого нотариуса делать все возможное, чтобы предотвратить защиту законных прав и интересов физических и юридических лиц. Над этим неустанно трудится и президент нашей нотариальной палаты Елисеева Бора Любовь Ивановна, и аппарат нотариальной палаты, и созданные при ней рабочие комиссии и группы. В этом есть большая заслуга нашей нотариальной палаты в законотворческой инициативе, ведь именно с законотворческой инициативы нашей палаты были приняты такие важные и необходимые Российской Федерации изменения в сфере семейного права, гражданского права, корпоративного права. И мне кажется, что вот именно высокий уровень доверия населения к нотариусу, повышенная доказательная сила нотариальных актов способствует уверенности каждого обратившегося к нотариусу, что его права и интересы будут защищены на самом высоком уровне. Спасибо большое, Анна, за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. Наша программа уже подошла к завершению. Телезрителям я напомню, что сегодня мы узнали о том, что лучше – завещание или договор дарения, а также в чем преимущества и минусы этих сделок, выяснили, как на практике происходят сделки купли-продажи недвижимости. Кроме того, наш эксперт рассказал о нюансах сделок, проводимых обществами с ограниченной ответственностью. На вопросы отвечала нотариус Симферопольского городского нотариального округа Анна Лишенко. На этом все. До встречи в понедельник в 20:00. Оставайтесь на нашем канале.